Добрый день, в эфире новости, в студии Джангулмырза Дуишинбекова. Сегодня в стране вспоминают события марта 2005 года. 12 лет назад, 24 число, стало переломным моментом для всего Кыргызстана. И для его бывших правителей, и самое главное, для его граждан. В тот день народ, уставший от произвола семьи Акаева, сверг президента, который вместе с членами своей семьи узурпировал власть в стране. Нынешний глава государства Алмазбек Атамбаев по случаю памятной даты еще раз отметил значимость тех событий, в которых народ победил, совершив ту самую тюльпановскую революцию. Однако главным ее историческим уроком стало последующее осознание народом того, что очень важно защитить ее завоевание и не дать деструктивным силам вернуть страну в состояние авторитаризма и беззакония. По словам президента, люди, вышедшие в марте 2005 года на борьбу за свободу и справедливость, не думали, что очень скоро власть в стране захватит другая, еще более алчная и жестокая семейка, а идеалы революции будут растоптаны. 24 марта – это как и Аксельские события. Это, если говорить образно, это один из таких горных перевалов. Аксельские события, потом 24 марта и потом 7 апреля. Это 3 горных перевала, труднейших, через которые прошла наша страна, наш народ, чтобы уже найти свою дорогу. Я думаю, 24 марта это останется как день украденной революции. Главное не день, когда совершается революция, а что будет потом? Это вот показывает ситуация во всех странах арабской весны, где фактически только Тунис более-менее смог выкарабкаться. Это показывает ситуацию на Украине. И, конечно, нам этот урок помог после второй революции апрельской. Сегодняшний день не мог обойтись без соответствующих памятных мероприятий. Они прошли в сквере памяти о народной революции, мартовском восстании 2005 года. Его, напомним, заложили в прошлом июне. Посетил парк и глава государства. Алмазбек Атамбаев принял участие в символической закладке парка, посадив клен. На месте же прошла и небольшая пресс-конференция. Журналисты смогли задать президенту вопросы на актуальные, по их мнению, темы. Так президент еще раз подтвердил, что останется в политике, но не намерен занимать какую-либо должность. В его планах заняться делами родной ему партии СДПК. Как отметил Атамбаев, было бы хорошо, если бы состав политобъединения обновился. А вот называть кандидата, который будет выдвинут в президенты от партии СДПК, Алмазбек Атамбаев вновь не стал. Лишь добавил, что их много. Не разделяет президент и мнение о том, что Чугурку Кенеш пойдет на самороспуск. По его словам, хорошо, когда все происходит в свой срок, в том числе и в парламенте, так как стране нужна стабильность, и заверил граждан, что третьей революции в Кыргызстане не будет. Третьей революции не будет в Кыргызстане, поверьте мне. Совершенно другая страна. И совершенно нет оснований для этого. Раскачать не получится. Те, кто раскачивают, они будут отвечать перед законом. И я скажу так, что вот время игр, заигрывание закончилось. Есть закон, по закону надо будет любому отвечать. Любому человеку надо отвечать перед законом, кто бы он ни был. Между тем, во фракции СДПК уже изменения из ее состава исключили Джанара Акаева. Политсовет социал-демократов, заседание которого прошло накануне, поручил депутатам, избранным по партийному списку в состав фракции СДПК в Джугурку-Кенеш, исключить Акаева из парламентского объединения. В партии считают, цитата, что его действия не способствуют укреплению парламентской фракции, и призвали его сдать мандат по собственному желанию. Уже сегодня фракция провела заседание. Как сообщил ее лидер Исаев Меркулов, члены парламентского объединения пришли к заключению, что интересы фракции и Джанара Акаева не совпадают, а значит, такое решение будет самым оптимальным. В свою очередь, сам депутат уже прокомментировал решение своих теперь уже бывших сопартийцев и отметил, что обиды ни на кого не держит. При этом отметил, что у него есть свои избиратели, тем более, что лишить его мандата никто не имеет права.
Переезд, который обойдется очень дорого. Правительство одобрило перенос ЦИКа в здание Аилбанка. Напомню, коммерческое учреждение ранее находилось на улице Пушкина, недалеко от СУМа. Однако теперь банк будет находиться в одном из торговых центров столицы. Аренда помещения обойдется государству в 24 миллиона сомов в год. Этот вопрос, кстати, вызвал неоднозначную реакцию депутатов Джугурку-Кенеша. На последнем заседании парламента законодатели жестко раскритиковали позицию правительства. По слухам, сейчас Кабмин ищет альтернативное здание, но в этом случае государству придется платить серьезную неустойку. Эксперты уверены, правительству изначально необходимо было воспользоваться собственными резервами. Подробности в нашем следующем сюжете. Решение о переезде Центра избиркома дорого обойдется государству. И дело тут вовсе не в затратах на перевозку оборудования и замену табличек. Безграмотный подход к организации переноса учреждения из одного здания в другое может привести к серьезным потерям бюджетных средств. Для ЦИКа правительство определило здание, в котором до недавнего времени находился Аилбанк. На улице Пушкина, недалеко от ЦУМа. Финансовое учреждение решено перевести в один из торговых центров. Правда, деньги на это придется брать из бюджета. Аренда Пушкина, да. 21 миллион сомов составит аренда помещения за 10 месяцев, а за 12 месяцев около 24 миллионов сомов. На ремонт банк не потратит средства. Владельцы центра сами проведут ремонт и подготовят помещение, организуют хранение средств. Мы со своей стороны должны обеспечить видеоохрану и пожарную сигнализацию. Площадь помещения составляет 3,2 тысячи квадратных метров. И даже несмотря на уверения банкиров, что цена этой аренды ниже рыночной, депутаты уверены, государство не должно было арендовать офисы участников. Тем более тратить на это миллионы бюджетных средств. На последнем заседании парламента, обсуждая фермерские кредиты, законодатели подвергли жесткой критике решения правительства. Вы же знали, что срок аренды подходит к концу. Вы год назад должны были действовать, чтобы создать хорошие условия крестьянам. Мы с Минфином по каждой копейке спорим, а вы частной фирме такие деньги отдали. Вот где халатность. Давайте экономить государственные деньги. Народу их надо отдать. Правительство должно взять под контроль вопрос. Еще не поздно. У фонда по управлению государственным имуществом есть помещение. Пусть найдут для банка. По некоторым данным, требования депутатов заставили правительство задуматься. Сейчас Кабмин пытается подыскать для Аилбанка другое помещение. Однако и в этом случае Минфину придется раскошелиться. Договор с владельцами торгового центра уже заключен, и помещения для банка подготовлены. А значит, неустойка может составить также не 1 миллион сомов. Эксперты говорят, у государства есть собственные помещения, приспособленные для банка. Здание ВФ-центра, оно вообще не приспособлено под банк. Во-первых, у банка должно быть хранилище. А у здания ВФ-центра там стоит подземная стоянка, двухуровневая. И поэтому надо было какую-то из этих стоянок закрывать. И вообще этот ВФ-центр, он под такой большой банк не предназначенный. И когда такое решение принималось, непонятно, откуда это оно вышло. Но раз такое решение принято, то уже куда Аилбанку, это напрашивается вопрос. Здание, где находится Министерство сельского хозяйства, мелиорации, потому что это здание строилось под Промстройбанк. Там внизу подвалы, оборудованные для хранилища и так далее. И сегодня там тоже на одном этаже, на 2 этажах работают работники министерства. Все остальные этажи сдаются. Эксперты говорят, чиновники, принимавшие решение о переезде этих 2 государственных органов, теперь должны понести персональную ответственность. Ущерба в любом случае не избежать. Вопрос теперь только в его размерах. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. В Аше произошло убийство подполковника милиции. Как сообщается, преступление было совершено накануне. Убитый сотрудник был в звании подполковника и работал в Главном управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской республики. Тело было обнаружено в автомобиле. Расследованием данного дела занимаются сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД. 7 человек были госпитализированы в результате аварии недалеко от бишкекского цирка. Микроавтобус, работающий по маршруту номер 285, и внедорожник столкнулись, в результате чего бусик перевернулся. По словам одного из участников ДТП, микроавтобус направлялся по Шопокова в сторону проспекта Чуй, когда джип, двигавшийся по улице Джумабекова, врезался в правую сторону маршрутки. На место ДТП прибыли 3 врачебных бригады. 3 госпитализировали в 4-ю горбольницу, 3 в
нацгоспиталь. Еще одно ЧП случилось в районе ГЭС-5. Мерседес на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в бензовоз. Инцидент произошел примерно в 13:45. 2 человека погибли на месте, 2 госпитализировали. И сегодня же отмечается День борьбы с туберкулезом. О ситуации с заболеваемостью в стране рассказал глава Министерства здравоохранения Талантбек Батыралиев. По его словам, сегодня наблюдается постепенное снижение уровня заболеваемости туберкулезом. В 2016 году количество впервые выявленных больных составило 94,8 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в предыдущем году этот показатель был чуть выше – 98 случаев на то же количество граждан. К тому же в республике действует 131 лаборатория, выполняющая диагностику туберкулеза. И благодаря поддержке международных доноров в достатке закупается препаратов, лабораторного оборудования и реагентов. В целом удалось добиться некоторого снижения уровня детской заболеваемости с туберкулезом. Показатель уровня смертности по туберкулезу в республике за последние годы также имеет тенденцию к постепенному снижению. В 2016 году смертность составила 5,8 на 100 тысяч населения против 6,8 в 2015 году. Сохраняется тенденция к росту числа случаев туберкулеза с лекарственно-устойчивым туберкулезом, с широкой лекарственной устойчивостью. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.